Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Чинара Бекбасарова, заведующая отделом Центра укрепления здоровья Минздрава. Да? Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Уже год как приняли закон, да, против табака. Новый закон, который в СНГ так более-менее такой прогрессивный, один из последних принят. Как вот за год произошло, что изменилось, на что сейчас надо обращать внимание? Да, закон очень хороший, прогрессивный. По мере возможности были включены все виды табачных изделий на регулирование. Это на сегодняшний день мы обычно говорим классические табачные изделия, которые были, да, обычно уже испокон веков, и новые виды табачных изделий и никотин содержащих изделий. Если раньше на табачные изделия, на никотин содержащие изделия не выделялось, не разделяли такую классификацию. Что такое табак и что такое никотин? Это одно и то же, если так сказать. Основной компонент это никотин является в табаке. Это вот вся проблема в этом, в том, что этот никотин, во-первых, является ядом, и именно то вещество, которое вызывает зависимость. Если бы не было бы никотина, люди курили, потом захотели и бросили. А здесь главное вот в этом никотин их прям связывает на то, чтобы они постоянно принимали. Вот, и бросать очень тяжело. Да? Это точно такой же наркотик, как обычные вот кокаины и другие виды наркотиков. Только разрешенный, легальный, так скажем, еще, может быть, потому что когда вот этот табак выявляли, люди начали курить, и как-то это воспринималось, как будто бы это лекарство. Потом уже через достаточно многое время, даже ближе к столетию, начали обнаруживать последствия от этого курения сигарет. И таким образом система здравоохранения отстала от табачной промышленности, а табачная промышленность за это время стала на ноги, они укрупнились, монополизировались, и на сегодняшний день очень крупные табачные компании в мире, они и работают во всех странах мира, если так сказать. Это вот 4. Philip Morris International, это и British American Tobacco, Japan International Tobacco и также Imperial Tobacco. Вот они 4 крупные транснациональные табачные компании. Они и работают во всем мире. Если даже так, если местные табачные компании, имеется в виду производители завода, да, у нас когда-то был бишкекский завод по производству сигарет, а последующим он стал Ремсма, Кыргызстан. И теперь и Ремсма, Кыргызстан 2014 года закрыт, но работает импортеры. Imperial Tobacco. Но потому что это понять к тому, что насколько здравоохранение отстало, мы отстаем, но тем не менее Всемирная организация здравоохранения так консолидированно работала очень долгое время, и в 2003 году рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака приняли все страны мира, все страны члены Всемирной организации здравоохранения. И на сегодняшний день 182 сторон имеется. Из них 181 стран и Европейский Союз. Отдельное членство имеет. Вот почему я выделяю как Европейский Союз. Такой же союз у нас, Евразиатский союз, да, экономический союз. Вот, и также они могли бы войти в членство, то есть присоединиться к сообществу
борьбы против табака, но вот они никак это не решают. Поэтому на сегодняшний день есть у нас национальное законодательство, есть у нас и правовые нормы, которые имеют прямое действие в странах-членах ЕАЭС, это вот технический регламент основной части. Вот. И возвращаясь к тому, что классические табачные изделия или новые табачные изделия, поскольку если старый наш закон просто регулировал классические табачные изделия, ну, минимум включая насвай, но, в общем-то, как таковой насвай, так и вне поля зрения, если бы в определениях и не говорилось, оставалось без особой регуляции. Вот. А этот закон включил все виды табачных изделий. Даже есть поручение Кабинету министров, чтобы по насваю тоже разработали какие-то нормы. И также в течение 3 лет провели работу, чтобы перевести выращивателей насвая. Вот есть вид табака, по-кыргызски каратабак называется, и это, ну, это махорочный тип табака, из которого делает насвай. И этот, чтобы люди, которые этим занимаются, перешли на альтернативный здоровый вид продукта. И этим в течение 3 лет после принятия этого закона должны решить вопрос в первую очередь Министерство сельского хозяйства. Это вот переходный период, да? Это переходный период. За этот период надо бы, чтобы их перевести. Но есть еще новые виды табачных изделий, о которых мы не так хорошо знаем, да, и даже некоторые врачи не совсем разбираются, очень путаница создается, именно, может быть, возможно, поэтому и идет. Есть электронные системы доставки никотина или электронные сигареты. Они появились на рынке где-то 2008 года, а у нас закон был принят в 2006 году, старый закон, вот, который уже потерял свою силу, да. И поэтому там про электронных сигарет, про кальян практически не было никаких регулирований. Вот теперь электронные сигареты это имеет электронное устройство, то есть это электронная система доставки никотина, и основа там никотин без табака. И никотин, и в этой никотин в виде картриджа. Там жидкость, обычно 2 мл бывает, где-то вот так. И вот этот картридж вставляется в электронное устройство, и люди имитируют курение. Почему имитируют? Потому что это нагревается, и это не горит, как обычные сигареты, а просто путем нагревания есть батарейка, которая нагревает при включении. И люди вдыхают вот этот пар, аэрозоль. И вот зачастую сейчас есть вот такое понятие вейпуют, там вейпуют и так далее. И аналогично к этим электронным устройствам, устройства можно даже практически аналогичные, есть, пользуясь такие устройства, придумали изделий из нагреваемого табака. То есть сама называется, если в электронных системах доставки никотина мы говорили об электронных сигаретах и других, там очень много видов есть, флешки, и типа кальяна даже делают. Но, а здесь очень больше похоже на обычные электронные сигареты, форма электронных, прямоугольные,
больше на сигареты похоже, электронные устройства, и туда вставляет маленькие сигаретки, стики называется. И эти стики, если вот так разорвать, там внутри это табак, то есть составить, готовится из табачного листа, есть часть, ну и другие ингредиенты. Вот. Поэтому и Всемирная организация здравоохранения, секретариат рамочной конвенции на конференции сторон в 2008 году, 2018 году, извиняюсь, приняли в своем решении о том, что это нужно относить к табачным изделиям, потому что... Ну, там, если да, сам табак есть, если... Да, да. Потому что содержит табак и другие ингредиенты, но и сделано в виде обычных сигарет, только маленькие стики. Упаковывается на пачки маленькие, по 20 штук, имеется фильтр, как и обычных сигаретах. То есть это маленькие, да, с другой стороны его можно сделать аналогии, вот курительная трубка, да, если раньше махорку вставляли в курительную трубку и курили, а здесь получается, ну там единственное отличие, там горит, а здесь, ну, нагревается. Без горения, да? Без горения, нагревания. да. Угу. Температура ниже, чем, допустим, при горении, и вот. И вот это изделие из нагреваемого табака и никотин, содержащие вот эти электронные сигареты, они ассоциируются как один из видов, новых видов табачных